Всем привет из Комы, привет от Олега. Как вы видите, я сегодня на буране. Думал, что по целине сейчас буран уже идет. Но хорошо, что здесь старая бураница была. Ну, здесь она заканчивается уже, все. И не по пути нам. Нам надо вообще совсем в другую сторону идти. Дальше пойдем на лыжах. Попробуем на лыжах. Интересно, на лыжах держит, нет? Не знаю. Не пробовал еще ходить. Вот. А буран буду оставлять тут. Здесь пока данный момент дальше он просто не проедет. Мучать себя и буран не стану. Просто вот сейчас, ну не пробовал здесь в тайге, а на поле там с бураницы скинула, и он просто свечкой так встанет и все. Не едет ни хрена. И болезнь у него еще никуда не пропала. Также вот сейчас по дороге ехал. На малых оборотах он также с перебоями работает. Когда полный газ набираешь, чуть-чуть слышно, как будто вот перебой какой-то еще есть. Сейчас я буду переодеваться. Буран он или задом оттуда заеду. В общем, буду переодеваться и пойдем на лыжах в сторону второй избы. Попробуем. Не знаю, дойду или нет. Рано утром выехал. И по темну сейчас начинает уже расцветать. Такая вот тишина, штиль на улице. Взял с собой оружие. Если будет охота, будет. Если нет, так нет. В общем, приятного вам просмотра, ребят. Давайте сходим. Давно там не были. Интересно самому, дойдем или нет. Тяжелый снег пока у нас. Не знаю, как в других регионах, но у нас еще снег не держит. Тонет буран, к сожалению. Я думал, хоть половину пути я проеду на буране, а ни хрена не получится. Только на лыжах. Все, давайте попробуем, сходим. Ну все, ребят, я переоделся. Ну, вот такие вот. Такую куртку одел. Сейчас лыжи оденем. Рюкзак возьмем. Оружие сегодня у меня карабин. Лось Чем-1. Давно ждали видео с карабином. Ну, в принципе, я его сейчас очень редко беру на охоту. Сегодня я решил с ним сходить. Будем волка добывать. Так, сейчас я вот развернулся. Буран вот в таком виде у меня стоит. Вот так я оставил все это дело. И вон такая яма здесь. Задом даешь, он сразу тонет по уши, блин. Еле развернулся, чтобы здесь выехать обратно. Вот. Ну все. Вроде все рассказал, показал. Сегодня на широких лыжах пойду. Может, и не сможем никуда не идти. Может, снег вообще не держит. Очень трудно вериться. Люди говорят, что сейчас буран даже едет. Да нифига. Кругом обман. Пока сам не попробуешь, везде все обманывают. Так, ребят, ну что сказать. На лыжах терпимо. Можно даже сказать, что снег держит. Я нашел нужную тропу. Эта тропа приведет нас на вырубку. И там уже будем пить чай. Примерно 2 километра, наверное, так пройду по тайге. Там чай попьем. Интересно, на лыжах вот идет. Можно идти, а вот снегохода вообще тонет. Ну вот такая лыжня у меня остается. Снега навалом еще на деревьях. Вот когда все это упадет, пурга нужна, ветер. Вот тут-то упадет, тогда уже и буран поедет, коротыш. Длинный-то едет. Короткий беспомощный пока. Ну, вот верхний слой какой-то вот плотный. А внизу такая каша. В общем, ладно. Идем. Будет что интересно, буду включаться. Рассказывать, показывать. Да и вообще природу хоть покажу вам. Фиг с ним, никого нету, но просто погуляем. И думаю, снег держит. В принципе, возможно, даже до второй избы я смогу сегодня дойти.
Если дойдем, переночуем там. Давно там не были. С октября месяца. Ни одного следа, ничего нету. Даже белки сейчас нету. Не знаю, где все. Так, ребят. Пошел небольшой снежок. Какая-то погода переменчивая. Здесь ручей. Переход, смотрите, вешки стоят. А здесь ягоды собрать ходят люди. Прям напрямик пойду. Фу, бля. Когда из дома выходил, очень долго думал, блин, как одеться. Вышел из дома, что-то показалось холодно. Начал идти, блин, вообще жарко. Ну ладно, а тут напрямик пойду. Тропинка вон туда идет. Я напрямик срежу. Небольшой ручеек тут. Даже куропаток нету, между прочим. Все уже горлана. Улетели, переход надо. Птица куда-то сделала, улетела. Какие-то следы вон. Тайга просыпается, начала гудеть. Какая-то птица прошла сегодня с утра. Да нет, это не птица, между прочим. Это, думаю, горностай. Следы горностая. Вон как полоска идет, вон туда. Да, горностай. Фу. Мои следы вот так. Не, нормально. На лыжах идти хорошо даже. Где-то сантиметров 8-10 тонет снег. Ну а лыжи и все. Вот еще следы. Вот за путь, который сейчас я прошел, это первые следы. Это вот уже старые, а вот те следы, наверное, ночные. Вот сегодня прошел. Вот так. Идем потихоньку. Грубо говоря, метров 300 назад, наверное. Там вот прошла горностай прошел. И здесь, смотрите, куница. Этот горностай не жилец. Этот куница его зарежет, просто зарежет. А белок вообще нету. Хотя осенью их просто море было. Вон, ребят, уже вырубка начинается. Здесь огроменная тайга. Такой сорный, сосны и ельник. Сейчас я там буду пить чай. Немножко в горле уже пересохло. Здесь просторнее будет, подальше. Ну, все можно увидеть издалека, интереснее. А когда по густой тайге идешь, вообще никакого интереса нет. Между прочим, пройтись на это же. Ни разу тут не проходил по этой просеке, понятия не имею. Надо бы тоже для ориентира. Это просека на болото выходит. О, бля. Надо бы тоже посмотреть, куда именно. Ну и здесь тоже вон. Кварталка. Фух. Так, надо где-то приземлиться, чаек попить. Потому что здесь эта стена леса еще хорошо держит от ветра. Хотя ветер уже поднимается, уйдет тайга. Там пустырь будет. И в прошлом году или позапрошлом году там еще провели, ну, лес рубили. Возможно, там вообще пустырь. Но здесь хорошо, между прочим, на буране, если что, проскочить. Ну да. Пни только торчат и все. Раньше я выезжала здесь, на буране, и там волока были, волока. Я вот через волока там выезжал, не здесь именно. Сейчас заросло уже, смотрите, какой подсад. Ельник. Вот, пожалуйста. Так что лес вырубают и новый лес выходит.
процесс этот не остановить. Так, ладно, где-то надо чаек попить. Ну вот, ребят, первый перекур. Без этого очень тяжело идти. Пить хочется. Да, я оделся как-то. Не поймешь, как одеваться. Рюкзак тяжелый. Загрузился много. Ну, с ночевкой иду. Да и чего стоит вот это? Это подсумок. Powerbank, аккумуляторы для съемки, все. Вот. Литровый термос сегодня взял. Литровый. Так вот, когда идешь целый день, даже литра не хватает. Давно не ходил на лыжах. Блин. По этому снегу, получается, я первый раз, считай, за всю зиму. Снег в этом году вообще вот только-только начинает держать. Вообще не держал всю зиму. Понимаете? Бывает зимой так. Ну, зима интересна в этом году. Бывает, знаешь, погода меняется. Холодно, тепло, и снег держит. Даже глубокую зиму. А сейчас весна, к весне уже дело идет. Тоже. Он пока не замерз, хорошо. Сало взял, между прочим. Сейчас пока сало не хочу. Сало потом. С хлебом чай попью. И все. Сало редко ем. Очень редко. Свинина становится у меня на втором плане. Сейчас легче. Интереснее просто сейчас, чем дальше в тайгу, чем дальше в сторону второй избы, интереснее. Хотя тут видно, что никто еще не ходил. Отсюда раньше я уже капканы ставил. На Буране много ездил. И капканы по пути ставил. Прям до второй избы, везде капканы. Это проходные капканы были. Как бы первый раз, когда ехал, ставил. И когда уже охота закрывалась, обратно возвращался домой, уже забирал капканы. Здесь просто вот вешки, палки торчат и все, а капканов тут нету, потому что ну, редко здесь, только зимой хожу и все. Осенью даже сюда не прихожу. Вот. Ладно, я сейчас дальше буду пить чай. 2 кружки выпью. И дальше пойдем. Все хорошо. Настроение есть, потому что снег держит. Дойдем до второй избы, как ни крути. И мне надо одеть этот синтетику, вот эту, костюм. Смотрите, как липнет сюда. Очень много липнет снега, потом тает и он замерзает. А синтетику одену, он просто будет скользить. Я штаны не одену, а просто куртку одену, чтобы вот сюда снег не прилипал. И после этой вырубки уже там будет ельник. Да, вообще
через такой гуще леса будешь идти, на тебя снег будет валиться. Вот, ладно, я пью чай. Короче, вон моя лыжня идет, вот. Вот иду и смотрю на все этот подсад. Думаю, все, хана этой дороги. Здесь скоро и на буране не проедешь. Прошел там 100 метров, ну, наверное, за поворотом чай попил там. И смотрите, что тут я увидел. Лесорубы не спят. Вот, пожалуйста, свежая трасса куда-то вон сюда. Делянку, наверное, там рубили лес. Вот так вот. Так что беспокоиться не надо, что там уже заросло все. Поле, дорога. Но я несколько лет тут не ездил на буране, вот поэтому все как-то новое становится. Вот такие дела. Ну где-то 4 километра. 4 с копейками мне так вот идти по дороге. Нормально. Везде кругом уже вырубили. Тут тоже делянки. Здесь тут площадка была раньше. Да. Скажем, если дороги не было бы, быстро зарастает, между прочим. 10 лет, наверное, прошло здесь, как тут рубили. Не больше. А может, нет, больше, конечно. Я сюда на УАЗике даже приезжал за дровами, за верхушками. Точно. Весной. Да. Было дело. Ага. Смотрите, пустота, даже ни одной лунки не вижу. Ребят, вообще никого нету. Птиц вообще нет. Волчьих следов нету. Черная ворона там много летает. Вон он. Разведка. Предатель. Ладно, идем. Так, время от времени включаю еще. Рассказываю, показываю. Не мое кино, не буду же я снимать, ребят. Надо что-то показать, рассказать. Как было, что есть, какие изменения. Для меня и для вас будет, думаю, интересно. Этот участок на буране проблематично было ехать. Дорога была, но и в то же время по этой дороге здесь такое сырое место. И ну вот сейчас вот если показать, вот видите, вот неровности вот такие. А сейчас я смотрю, вот канава, вот вырыта канава, немножко подняли. Вон черная ворона, может быть. Че он летает, блин? И поднимали землю, чуть-чуть подровняли. А без этого здесь как-то идет оттуда какое-то тепло, постоянно тает снег, ямы получаются. Того и бойся, чтобы не нырнуть на снегоходе. Ну вот, видите. Нехороший участок, сразу скажу. Сейчас нормально. Сейчас видно, что насыпь небольшая тут. Перекур небольшой. Моя лыжня. Между прочим, там по пустырю шел. 10 шагов сделаешь, на 11 проваливаешься. На пустыре снег хуже держит. А вот тут трасса свежая. И там трасса свежая. Вот эти. Ну, 1 год, наверное, тут ковырялись, короче. Кругом усы вот такие. А дорога вот здесь проходила раньше. Все заросло с ним, ребят, смотрите. Такой подсад непроходимый. Просто на буране даже не проехать тут. Не знаю, вот эта дорога куда поехала. А мне надо вдоль этой опушки, как бы просека вот так идет. Пока тут буду идти я, вдоль опушки, может эта дорога вот так полукругом выйдем. Снова где-то встретимся на этой дороге. С этой дорогой встретимся, я имею в виду. Бля, вот, как сказать, потею. Вроде не спешу, спешить некуда, спокойно иду. Все равно жарко. По лесу легче идти, между прочим. На пустыре снег хуже держит.
Здесь коротыш вообще не поедет. Хрен поедет. Вот. А мототолкач, возможно, и поедет. Потому что вот так проваливается лыжи. Мотособака тоже не проедет. Вот. Ладно, сейчас. Не знаю, может эта дорога куда-то вон туда напрямик или полукругом. Не, лучше я здесь проскочу. Все равно. О, смотри как. Я это имею в виду. По колено. Идешь по колену, потом как будто в яму попадаешь. Не, надо стороной обходить пустырь. Вот, не, дорога, да, вижу. Этот полукругом почему-то сделали. Прям через подсад. Ладно, их дело тут. Да, там дорогу я вижу. Пипец, стена леса, ребят, кругом. Вот это заросло капитально. До сих пор еще летит. Что вижу, все летит. Короче, где-то метров 30 от меня. Он оттуда выскочил глухарь. В ту сторону улетел. Наконец-то первого глухаря хоть увидел. Где-то на земле вроде был. Но я не увидел, я только услышал звук. Как будто вот или крыло попало, или же на вершинках каких-то деревьев он кормился. Он отсюда откуда-то взлетел. Здесь, короче, прохожу вырубку. Такая небольшая. Вот такие волока видны. Раз. Через 20 метров. Вторая. Даже через 15 метров, наверное. Харвастером рубили. После них ничего не остается. Только пни. Березы вот эти. Здесь уже ручная рубка была. Вот. В лесорубах есть минусы и плюсы. Плюс это, ребят, минус это когда вырубают большие площади тайги, леса. Ну, плюс для охотников промысловиков это дороги. Вот смотрите, через что я раньше проезжал. Такой небольшой уст такой был. А сейчас дорогу расширили. Вот по бокам какие. Сколько подсада. В эти года я не ездил, и там уже до такой степени дорога заросла здесь, что можно было бы уже забыть эту дорогу. Как бы просто невозможно на буране добраться до избы. Чисто только по просекам как-нибудь. А вырубки они свое дело делают. Зарастает капитально, ребята. Вот такой подсад выходит. Так, ну что, еще у меня примерно полкилометра остается. И дорога закончится. Там попьем чай, может, еще. Или просто отдохнем. Подостыть надо. Все, ребят. Дорога заканчивается. И трасса вон туда ушла. Я иду вон отсюда. Я знал, что вот где-то вот в этой стороне рубили лес. Но у меня представление было, что еще дальше и куда-то вот в ту сторону. Там, оказывается, они вот здесь они вырубали. Вон она. Не знаю, насколько. Может, километр, больше километра тут туда дорога. Но нам это не по пути. Мы сейчас пойдем вон ту сторону. И здесь уже все. Я и смотрю, как-то косогоры, как будто сужается дорога. Но здесь просека. И старая дорога. Это заросшая дорога уже. Но на буране еще можно кататься тут. Но теперь для меня это все стало ясно. Где они? Последняя, это крайняя делянка. Там. Понятно. Ладно, идем дальше. Вот, короче, ребят, оттуда иду. Здесь уже тупик. Все заканчивается. Старая дорога направо идет. Но там, знаете, вот вообще невозможно уже ходить, ездить. Так, ну вот здесь параллельно дороге
Просека должна быть. Вот какая-то лунка, между прочим. Это птица какой-то. Может касать. Да, ну вот она, просека. Думаю, она. Угу. Точно. Параллельно дороге идет. Вот. Раньше вон там я ездил на буране, на снегоходе. У меня в фильмах видели, как я буксовал, ездил, показывал раньше, снимал. Сейчас туда. Но я не знаю. Если только по насту, газ кудаки через эти кустарники вообще, через этот березняк, там на повороте вообще стена леса. Сейчас туда зайду, потому что здесь немножко ветрено и перекур. Надо отдохнуть, снять рюкзак, просто посидеть. Сейчас уже чисто буду идти по просекам и по навигатору, и где-то может срежу, там где-то еще что. Но дороги больше не будет. Это крайний угол дорог наших. Хорошо. Шлак выходит. Все нехорошее из организма. Потеешь капитально. Также пью чай. Лучше разгрузить потихоньку вот этот термос, это хлеб, еду, там потихоньку конфету ем. Силы набираешь, и хоть на 20 грамм, 30 грамм легче становится рюкзак. Ветер поднимается. Ну так, верхушка гудит там лес. Внизу тишина. С непривычкой даже тяжело ходить. Чуть-чуть. Уже чувствую усталость, между прочим. Не так сильно устал, но уже есть немножко. Топать еще прилично. За этот путь примерно сколько? Примерно 6 километров, наверное, вот сейчас я прошел. И от бурана одного глухаря только видел. Все, больше ничего нет. А дальше, наверное, не будет. Сейчас ельник будет. И вот спрашивают, есть ли у вас волки. Ну вот, я вам показал, какие следы я видел. Видел только один след горностая, один след куницы. Глухарь и белка. Все, больше никаких следов нету. Волков нету, потому что здесь поблизости нету для него корма. А для них корм это, конечно, зайцы, лоси, олени. Вот все живое вот для них это еда. А и всего этого я не вижу, нету их. Следов зайцев нету, вообще нету. Даже лисы не ходят. Возле села лис много бродит, а тут никого нету. Не знаю, что дальше будет. Посмотрим, буду снимать, показывать. Даже рябчик, ни один рябчик еще даже не взлетел. Смотрите, ребят, куда я пошел уже. Проскочил квартальную просеку. Вот там. Короче, ельник, как и говорил. На моем пути больше соснового леса сейчас в данный момент не будет. Буду идти только чисто по ельнику. По квартальному столбу видно, что примерно сантиметров 60 снега здесь глубина. Вот так. Вот тут чистили, видать. А здесь уже все стена. Стена леса. Нечищенная просека. Вот. А нам идти вон туда. Я и смотрю, блин, там зачесы были, а здесь резко зачесы закончились. И все. Здесь дальше наугад я все буду идти.
Может, даже и навигатор придется доставать. Вот такой ельник. Бля, снег вообще идеально держит. Идти легко. Вот это меня очень сильно радует. Получаю прям удовольствие. Удовольствие получаю. Так вот идешь. Пух, вот вчерашний пух. Вчера такой метель, пурга была. И снегопад. А в остальном здесь хорошо уплотнился снег. Именно чисто на лыжах ходить. Вот смотрите, тут уже просеки нету. Я говорю, буквально за каких-то 3 метра можно там потерять. Ладно, иду дальше. Тут снимать-то и нечего. Перекур, ребят. Фух. Здесь хреново идти. Самое главное. Добираться, блин, очень тяжело. А где я на Буране ездил, там круг получается. Напрямик срезал. А здесь ни хрена не лучше. Сейчас снегопад такой начался. Начинался-то есть. Прям очень жестко. Так, спокойно. Сейчас снежок такой идет. Видите? Все здорово. Не надо, мне надо немножко подостыть. В общем, идем. Раз такой путь выбрали, придется идти. До темна все равно доберемся до избы. Успеем. Там небольшая старица вроде как. Или озеро, непонятно. В общем, оттуда я иду. И здесь увидел следы зайчишки. Тут заяц живет. Вон он. Туда-сюда бегал. Густая тайга тут, ребят. Ну нафиг. Не очень приятно, оказывается, идти. Но, блин, как лыжи идут, вообще прекрасно. Вообще идеал. Прям катит хорошо. И не тонешь. Ребят, поздно я включил этот шагометр или скоростиметр, или как называется. Я не знаю, что-то я скачал с интернета. В общем, где я второй раз чай пил, вот здесь, как дорога закончилась, второй раз на кварталке чай пил, с того места я прошел 5 километров 50 метров. 50 метров. И получается, средняя скорость у меня 2 километра в час. 2 километра в час идет. Вот 5 километров я прошел за 2 часа. Ну, с остановками все этим. 2 раза, наверное, включался я, пока здесь шел. Забыл вот я включить с Бурана, сколько расстояние до сюда. Не показываю, ребят, потому что здесь координаты, где я нахожусь, я это ничего не хочу вам показывать. Все это... Что касаемо второй избы, я ничего не говорю. Максимальная скорость, в общем, 6 км в час. Вот это я газанул где-то. Наверное, где-то... там 6 километров получалось где-то в склоны я катился. Вот там, наверное, 6 километров набиралось. А средняя 2 километра в час. Я вот так пешком иду. 2 километра в час. Вот 5 километров я прошел за 2 часа. Нормально. Сейчас я с этим, как сказать, с этим GPS-спидометром, GPS-спидометр называется, как сказать, могу ориентировочно знать, какое расстояние иду, с какой скоростью, время и все остальное. Это я скачал для того, чтобы измерить скорость на альбатросе мотособаке. И ну вот, и сейчас пешком даже, между прочим, пользуюсь, интересно. Вот. Ладно, идем дальше. Сейчас я
подостынет чуть-чуть, блядь. Но отстанешь, и прохладно становится, идешь жарко. Ну, сейчас еще включусь, вот как я иду, покажу, как это все выглядит. У нас, ребят, зрители, такое место, живем в такой тайге, что нету таких мест, где вот просторы издалека, там, чтобы кого-то увидеть или еще. У нас везде кругом такая тайга, или же вырубки, или же болота. Густой лес. Вот. Березняк. Ельник. Между прочим, рябчика видел. Рябчика видел. Хорошо обнадеживает. Осенью будет на кого охотиться. Больше снимать нечего. Вот так. Иду и все. Даже никаких следов нету, чтобы вам показать. Тут ветровал, смотрю. Ну на. Фу, блядь. Шапка весь сырой. Мама, не горюй там. Ветровал. Так интересно ходить. Сегодня переночую в избе, а там видно будет завтра. Обратно домой или куда-то еще сходить. Отдохну в избе. А свежими силами вот отдыхаешь и снова куда-то хочется. Так. О, блядь. Смотрите. Опасный переход через такие вот деревья. Лыжи сломать запросто можно. Тут какие-то лунки я вижу. Так. Ну, примерно показал, как все это происходит. Хождение по тайге. Там, смотрите, вот такой ельник. Лучше надо где-то вот тут пройти. Не там, не здесь. Тупик. Там ветровал. Здесь подсад. Опять тучи, вон, смотрите. Может, снег начнется. Снегопада. Так. Так. Ну вот и река, ребят. Фу, бля. Начинаю уставать, что-то я. Бля. Вот такой вид отсюда. Надо чай организовать где-то попить. Запарился. Очень жарко. Очки потеют. Очень тяжело в очках. Вот так воздух. Дышишь, и теплый воздух попадает сразу вот такой вот. Как занавеска становится на стекле. Еще одно чаепитие. Следующее чаепитие уже в избе будет. Фу. Нормально. Бля, вообще вся влага из организма, она уже вышла. Вон это получается береза уже после наших походов свалилась. Потому что когда я здесь проезжал, так этой березы еще не было. Вот поэтому и бесполезно чистить. Что, говорит Олег, не пилишь там, еще что там. Не успеваешь пилить.
новые деревья сваливаются. Это так, потихоньку, по ходу, когда вот едешь там, дорогу себе пропиливаешь, чтобы все полностью очистить, это просто сил не хватит. И какой толк от этого? Ну просто от этого толку я вообще не вижу. Кто едет, тот и чистит. В прошлом году единственно один я здесь катался. Все охотники на каракатах поднимались. Вот я, что возможно, там пилил, где проскакивал, где через завал прыгал, добирался до избы. Еще где-то с километр пойду и где-нибудь у реки там, как сказать, чай попью. Тут уже знакомые для меня места, свои тропы, зачесы. Уже мне не так страшен, как сказать. Скажем, если вот застанет там ночь, по своим тропам там все равно дойду до избы по зачесам. Да нет, сегодня успеем до темна. Конечно же успеем. Благодать. Ни одной. Вот смотрите, сейчас такое время, сейчас уже зайцы вдоль берега, там вот эти и в ивниках везде должны быть следы. Ни выдры, между прочим, нету. Где нет выдры, вот там один след, старый след вижу. Да, это выдра была, проходила. А свежих нету. А где нет следов выдры, там нет рыбы, между прочим. Много следов выдры, где много рыбы. Тут вообще нету. Зайчих следов вообще нету. Один рябчик. Пипец. Тайга пустая, ребят. Ой, что-то колени болят. Ладно, идти надо. Здесь ветрено. Гнилое место тут. На буране хрен проедешь. Вообще, такая вот место такое вот. Черемуха. И как паутина. Честное слово, блин. Даже пешком приходится обходить стороной такие места. Не знаешь, где лучше идти. Ребят, хорошо, что я одел вот это синтетику. Вот тут, смотрите, как прилипает, а здесь вот минимум. В термосе, ну, полкружка осталась чая. В общем, также пью чай с конфетами и с хлебом. Есть сало, но не хочу. У меня уже все липнет, блин. Во рту не хватает жидкости. Литр термоса почти уже выпил. И, как сказать, безбушка уже нормально. Покушаем, отдохнем, чай скипятим. Бля, я уже не верю, когда я дойду до избы. Здесь параллельно реке тропинка идет, вот так и иду. Вот. Ладно, сейчас пью чай и дальше в путь. Хорошо. Такие елки тут стоят, смотрите. Наклонился вот тоже. Через год, второй, просто он на речку свалится. Чуф, вон туда. И таких просто не сотни, а тысячи деревьев. Все вот так наклонены. И они ветром или еще течением смоет берег, и просто он упадет. И получается затор. Ладно, ребят, пью чай. Ну вот, ребят, я уже иду по сосновому лесу. Фу, наконец-то с ельника вышел. Вон там позади он остался. Сейчас будет сосновый бор. Более обзор лучше, интереснее. Ельник интересен осенью, когда на рябчиков охотишься.
порывы ветра такие. Вообще бывают такой вообще штиль. И потом дунет такой ветерок. Вот. Ну, примерно так, ребят. Идем дальше. Да, еще постоянно забываю. Хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Кто вот новые подписчики не знают. Ой, бля. В общем, в описании обязательно заходите, подписывайтесь. Смотрите фотографии. Я когда шел, сейчас тоже фотографии по пути снимал некоторые моменты. Вот, все это я буду выкладывать в телеграм-канал или же в Одноклассники. Обычно вот для платформы такие соцсети. А ВКонтакте, ну там контакт у меня чисто для общения. Пишите тоже, у кого личные вопросы ко мне есть, обязательно пишите, пообщаемся, отвечу на ваши вопросы. Вот. А кому интересно фотографии посмотреть, да и все новости, да, уже в Телеграме. В Телеграме бывает выкладываю, когда вот, скажем, схожу в поход. Там уже выложу там фотографии, говорю, что был в походе, будет фильм или туры, что вам ждать в дальнейшем. Вот. А так, основной поход уже, все остальное здесь вы будете смотреть. Ух, сам себе не верю, ребят. Наконец-то дошли.